Таможенный и фитосанитарный контроль на пункте пропуска ПСО – это начальный этап для всех коммерческих грузов, включая овощи, фрукты и бахчевые, пересекающих границу. Во время досмотра проверяются сопроводительные документы, проводится визуальный осмотр, а при необходимости лабораторные или карантинные исследования для оценки безопасности продукции. Исследования проводятся в карантинной фитосанитарной экспресс-лаборатории, которая выдает результаты в течение 10-15 минут. В период активного созревания урожая нагрузка на пункт пропуска увеличивается, что приводит к ужесточению требований к оформлению партий и соблюдению правил ввоза. На пункте круглосуточно дежурят пограничники, таможенники и инспекторы карантинного контроля. Утром Министерство сельского хозяйства выехало на границу, чтобы зафиксировать работу служб и проверить сельскохозяйственную продукцию, ввозимую на территорию Абхазии. Это плановая работа, проводимая Министерством сельского хозяйства, госстандартом и карантинной службой, отметил заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш. Стоит отметить, что такие проверки проводятся не только на КПП ПСО, но и по всей Абхазии. Проверяем завоз на территорию Республики Абхазия сельхозпродуктов, в том числе и бахчевых, это арбузы, дыни. Параллельно, проводится работа и по нашим местным производителям. Министерства сельского хозяйства, при нас есть лаборатория фитосанитарная, она выезжает на поля, где выращивают ту или иную сельхозкультуру, проверяет. С учетом того, что у нас середина сезона, большой поток туристов, и есть необходимость завозить в том числе и сельхозпродукции на наши рынки. И с учетом этого сегодняшняя наша, это плановая проверка, она проводится, наши структурные, профильные, так скажем, направления, они занимаются этим каждый день. В основном у нас карантинных организмов не обнаруживается. Вот это главная наша задача. Как я сказал, что у нас есть свой список перечня, и мы по этому списку и рассматриваем и смотрим. Главная задача Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений – это визуальный осмотр сельхозпродукции, в том числе бахчевые культуры, отбор образцов в лабораторию. Помимо этого мы выполняем и плановые частичные мероприятия, помимо контрольно-пропускных пунктов, то есть импортной продукции. У нас есть планы работы внутри Абхазии, мы по перечню тоже своих продукций рассматриваем ограниченно распространенный или неограниченно распространенный по Абхазии, не именно только лишь сельхозпродукции, и все подкарантинные материалы по Абхазии. Если карантинная служба в основном проверяет растительную продукцию на наличие карантинных объектов, то проверку бахчевых, арбузов и дынь на безопасность и содержание нитратов проводит Госстандарт Абхазии, специалисты которого также круглосуточно находятся на пункте пропуска ПСО. Государственная служба Госстандарт контролирует ввозимую-вывозимую продукцию. Мы ввозимую продукцию конкретно, если говорить сейчас бахчевых, овощной продукции, машина приезжает, мы ее досматриваем на соответствие, качество, маркировки и так далее. Все это после тщательного досмотра машина располагает уже правом к въезду на республику, после чего мы соответствующими документами даем право въехать на республику. Мы досматриваем машину не только визуально, у нас идет досмотр соответствующим оборудованием. Непосредственно овощная у нас продукция смотрится нитратомером, еще дополнительным оборудованием при необходимости. И в соответствии уже с положительными нормами мы допускаем ее к праву на въезд в республику. На момент съемок на границу не заехала ни одна машина с арбузами, ни в последующие несколько дней. Это говорит о том, что объемы собственного производства увеличились. В период массового созревания урожая абхазские производители способны полностью обеспечить внутренний рынок бахчевыми культурами. К примеру, Оксана Саманба продает арбузы, выращенные ее братом. На сегодняшний день здесь представлены
представлены 4 сорта. Реализацию урожая начали всего 6 дней назад, а продали уже более 6 тонн. Местные жители, и не только, знают, что эти арбузы экологически чистые, поэтому спрос на них большой. По словам Оксаны Саманба, всего за полдня им удалось продать около тонны арбузов. Цена зависит от сорта. Килограмм желтого арбуза стоит 100 рублей, а розового – 80 рублей. Из-за затяжной весны начало массового сбора урожая сдвинулось, однако к августу арбузы достигли полной спелости. Активный сбор идет в Ачамчирском, Гулрыбском и других районах. Местные производители активно обеспечивают внутренний рынок, предлагая сладкие и спелые плоды. Лаура Капш, Адам Арджиня, Абхазское телевидение.